В эфире вечерние новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Недельная динамика заболеваемости коронавирусом ухудшилась в Хангаласском районе. Самые большие многоквартирные дома в истории райцентра строят в Хандаге Тампонского района в рамках программы переселения. НВК Саха уже в это воскресенье проведет онлайн-выпускную для школьников в прямом эфире. Эвакуирован первый фрагмент ракеты-носителя, обнаруженный в Алданском районе. Напомним, пуск «Союз-2» состоялся с космодрома «Восточный» 26 апреля. С 19 мая в Алданском и Кобяйском районах ведутся поиски и эвакуация отделяющихся частей аппарата. Сегодня спасатели распилили на части одну деталь и отвезли ее с места падения в город Алдан. Обнаруженный фрагмент помещен в специальный контейнер для дальнейшей отправки на утилизацию на космодром «Восточный». В Кобяйском районе поиски на сегодняшний день не дали результатов. В помощь привлекут беспилотные летательные аппараты. Между тем, очередной запуск ракеты-носителя «Союз-2» запланирован на 28 мая. На реках Якутии ледоход проходит спокойно. На Олене лед активно продвигается по территории Кобяйского и Жиганского районов. У Жиганска уровень воды ниже почти на 4,5 метра от критического. У Батамая до превышения осталось 1,5 метра. В ближайшие сутки ледоход достигнет границы с Булунским районом на реке Колыме. Лед движется у Среднеколымска. Также у райцентра уровень воды ниже критического почти на 3 метра. У поселка Зырянка также почти на 3 метра. На 5% подтоплена взлетно-посадочная полоса у аэропорта Зырянка. В ближайшие сутки двое прогнозируется дальнейшее повышение уровней воды. Вакцинация от коронавируса в Якутии идет хорошими темпами, однако есть отставание на предприятиях. Глава Якутии Асан Николаев провел заседание оперативного штаба. Напомним, что за минувшие сутки в регионе выявили 110 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе в Якутске 52, в Мегино-Кангаласском районе 14, в Вилюйском 7, Сунтарском 6, Амгинском 5, по 4 в Усть-Алданском и Кобяйском районах. По словам Николаева, в ряде районов складывается тревожная ситуация. Растет и число тяжелых случаев заболевания. Ежедневно в такую форму переходят или выявляются порядка 20 человек. Глава региона поручил ускорить темпы вакцинации граждан. Растет число больных, и в Хангаласском районе недельная динамика ухудшилась в 4,5 раза. Наш корреспондент Виолетта Засимова подробнее об эпидобстановке. По состоянию на 24 мая получают лечение в инфекционном отделении в поселке Махсыгалох 25 жителей района. В городе Якутске 4 человека, в Мегино-Кангаласском Улусе 2 человека. Лечится на дому 29 жителей, бессимптомный носитель 1. Из них детей подтвержденной инфекцией 3 детей, с неподтвержденными признаками ковида 17 детей, беременных 2. Одна из них на стационарном лечении. Идет рост заболеваемости. В течение прошлой недели в Улус поступило 1400 комплектов вакцины ГАМ-ковид-ВАК. Из них на утро понедельника использовано 862 дозы. Вакцина в избытке. В связи с этим в прививочных пунктах Покровска, Махсыгалоха, Улаханана и Булгуняхтаха в эти дни можно пройти вакцинацию от COVID-19 без записи. Достаточно взять с собой СНИЛС, полис и паспорт. Как раз увидел в социальных сетях, в Инстаграме, что идет вакцинация в Хангаласском районе, в центральной районной больнице. И сразу подошел, да, созвонился заранее, сказали, можете подойти без очереди и так далее. А вы сами переболели коронавирусом? Да, я в прошлом году в сентябре переболел, получается, уже по 6 месяцев уже истекли, после этого подошел вакцинироваться. Всего на сегодняшний день первый компонент вакцины получили 4722 человека, второй компонент – 3412 человек. По словам главного врача района Нюргуна Степанова, в некоторых населенных пунктах наблюдаются низкие темпы вакцинации. Нет практически содействия от отдельных муниципалитетов, от органов местного самоуправления. В частности, Немюгинская врачебная амбулатория. Выполнено всего 13,9 от плана. План составляет сейчас по населению 70% населения мы должны привить, чтобы была достаточная иммунологическая прослойка. Да? 1 июля.
25 мая в 17:00 на инстаграм-странице ЦРБ «Хангалас» состоится прямой эфир с Нургуном Степановым, где население района сможет задать вопросы о вакцинации от COVID-19 и не только. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. 20 пациентов с коронавирусом сейчас проходят лечение в Нюрбинском районе. Говоря о вакцинации, с начала поставок туда направлено порядка 4000 доз. Первый компонент получили 3800 человек, второй чуть более 2500. Основной упор делается на вакцинацию лиц старше 60 лет. Вакцинация идет полным ходом. На сегодняшний день у нас поступила вакцина с начала года 3985 доз. Вакцина поступала Эпивак Корона и Гам-Ковид Спутник Ви. И на сегодняшний день у нас остаток вакцины составляет 141 доза, которую должны закончить сегодня в населенных пунктах Нюрбинского района. Между тем, строительство онкологического центра идет с опережением графика. Планируется ввести объект на год раньше, то есть в конце 2022. Сейчас на стройке трудится 120 человек. По предварительным расчетам будет затрачено 6 миллиардов 800 миллионов рублей, из которых почти 6 миллиардов выделено из федерального бюджета. Площадь здания составит 25 тысяч квадратных метров. Будет работать поликлиника с диагностическим оборудованием на 210 посещений в смену. Также пациенты смогут лечиться в стационарном отделении на 180 коек. Объект сам сложный, большой, считается одним из крупных проектов на Дальнем Востоке и очень высокотехнологичный. Здесь имеются очень большие слаботочные системы, которые работают центральным, управляются центральным пунктом, и все системы взаимосвязаны. Здесь используется свыше 200 тысяч метров кабельной продукции. А в Республиканской офтальмологической больнице Якутска начали практиковать новое направление хирургии. Оно позволит выполнять сложнейшие операции на сетчатке и стекловидном теле глаза. Такая хирургия требует серьезного технического оснащения и ювелирной работы врача. Это стало возможным благодаря приобретению новейшей хирургической системы ЕВА. Сегодня она появилась у нас в республике. Нам очень приятно. Она содержит ряд технических программных преимуществ. В основном это высокий контроль уровня потока жидкости и давления. Это усовершенствованная фокомультификация, витреоретинальная хирургия, витреоктомия отслойки сетчатки и также периферическая витреоктомия без тракции. Но для нас, для хирургов, очень приятно работать. Это более безопасная, комфортная работа и максимальный уровень контроля во время операции и минимализация осложнений. Самые большие многоквартирные дома в истории райцентра строят в Хандаге Тампонского района. К возведению приступили в марте по улице Строителей в рамках первого этапа программы переселения. Тему продолжит наш корреспондент Марина Винокурова. Строительство домов будет вестись в два этапа. На этапе 2021 года строители возведут и сдадут в 2022 году 64-квартирный пятиэтажный дом. На этапе 2022 года будет введен в 2023 году 98-квартирный дом в 5 этажей. На сегодняшний день подрядчиками завершены работы по свайному полю и отсыпке. Сегодня мы выполняем работы по планировке грунта, его уплотнению для установки отмостки. Далее мы планируем возвести монолитные конструкции, то есть это ростверки, колонны, плиты перекрытия, цокольное перекрытие. И, соответственно, в 2022 году уже произвести сопутствующие работы для введения здания в эксплуатацию. К монолитным работам бригады приступят уже в середине июня. Тогда и приедут основные бригады. На два объекта стройматериалы практически в полном объеме завезены еще по зимнику. Осталось привезти арматуру. Строители до ноября планируют поднять коробку здания. Между тем в Хандаге продолжается снос ветхих домов по улицам геолога Кудрявого, Охлопкова. По центральной улице геолога Кудрявого будут снесены все аварийные дома. Уже со следующей недели начнется планировка и подсыпка освободившейся территории гравием. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. Более 20 тысяч учащихся 9 и 11 классов закончат школы республики в этом году. С этим событием их поздравил Айсан Николаев.
Глава региона пожелал успешно пройти этот этап и найти свою дорогу в жизни. Напомним, в связи с напряженной эпидситуацией большинство мероприятий в школах пройдет в дистанционном формате. НВК «Саха» 30 мая, то есть в это воскресенье, проведет уже традиционный онлайн-выпускной в прямом эфире. Национальная учебная компания «Саха» в 2020 году впервые провела онлайн-выпускной для учеников, заканчивающих школу. Тогда мы получили порядка 150 заявок от разных школ со всей республики. Мы продолжаем эту традицию и в этом году. И если вы хотите принять участие в акции, отправляйте поздравления с окончанием школы в горизонтальном формате. Заявки мы принимаем до 27 мая. Отправить свое видео можно на почту НВК, выпуск 2021 @mail.ru. А сегодня в России отмечается День славянской письменности и культуры. Этот праздник символизирует духовное единство народов, которые имеют общую историю, обычаи, традиции, культурное пространство. Напоминает нам о том, что русский язык – это основа национального самосознания. Азбука, созданная братьями Кириллом и Мефодием, открыла путь к просвещению, развитию многогранной славянской культуры, которая стала настоящей сокровищницей литературно-художественного творчества. В первую очередь это память святых. Память святых, которые трудились в Моравском княжестве. Это нынешняя Центральная Европа. Сейчас захватывала это такие современные страны, как Австрия, Словакия, часть Польши и часть Украины. И эти люди там несли Слово Божие. В этом году из-за эпидобстановки от традиционных мероприятий решили отказаться. Все торжества перенесены в онлайн-формат. В этом году международный турнир Golden Grand Prix Иван Ярыгин пройдет в мае месяце. Это и станет основным отличием от предыдущих соревнований. Напомним, до этого турнир проводился в зимнее время. Республику на ярыгинском ковре представят 15 мужчин и 3 женщин. Также выступят и 2 легионера. Это Араян Тютрин и Андрей Бекренев, представляющие сборную команду Беларуси. В Центре спортивной подготовки «Триумф» идут подводящие тренировки. Некоторые борцы в настоящее время находятся во Владикавказе и уже завтра присоединятся к основному составу сборной Якутии. Турнир Ярыгина пройдет в Красноярске с 26 по 30 мая. Подготовка прошла достаточно хорошо. Таких серьезных травм и болезней не было. Поэтому сейчас подводка осталась. Завтра команда летит в Красноярск. Ну, ребята с настроением. Вот сейчас вес гоняет. Посмотрим, настрой боевой. На этом у нас пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.